Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Так вот, во время, да, так вот, у Шамиля Сиражитдинова, это местный краевед, историк, он нас пригласил как раз вот на выступление в праздновании столетия села Новые Булгары. Сам он этнический, это татарин казанский. Так вот, у него к этому столетию была выпущена книга, посвященная истории данного населенного пункта, имею в виду села Новые Булгары Икрянского района Астраханской области, где этот ученый пишет без всяких предвзятых там этих, без всякой предвзятости пишет, что вот, да, в частности, соседние села, такие как вот Башмаковка, Карагали, Иксатово, они являются нагайскими, а жители его являются нагайцами. То есть вот здесь я вам показываю в качестве примера мнение такого неангажированного, не политизированного человека, ученого, да, который занимается чисто наукой. Будучи сам татарином, он называть вещи своими именами. А вот такое, так как вы сказали, ну, критика и так далее, она идет извне. В частности, она из определенных кругов так называемых правящих элит или ученых элит, таких ангажированных, это Республика Татарстан, которые, вот, используя многие, значит, инструментарии, в частности, средства массовой информации, как печатные, так и электронные, сеть интернет, а также телевидение, в частности, такой канал, как Татарстан Новый век, ТНВ, всячески вот пытаются, ну, мягко говоря, демонизировать наше движение. То есть преподносят это так, как будто вот мы собираемся всех астраханских татар, да, записать нагайцами. При этом они говорят, что здесь ну, не обошлось без, значит, активного вмешательства вот нагайцев с Северного Кавказа, с Дагестана в частности, да. И какова у них, значит, риторика, что вот здесь также они пытаются показать, что вот здесь активно, как они говорят, работает рука Москвы, которая пытается расколоть единый великий татарский народ, великую единую татарскую нацию, да, на более мелкие такие части. И, значит, потом, так скажем, ее как какую некую силу, так скажем, ну, если не уничтожить, то как бы обезвредить. Да? Ну, это... Ослабить. А? Ослабить, наверное, да, скорее? Да, да, вот слово так. Я хочу сказать, что, ну, это, конечно, все выглядит смешно бы, да, выглядело бы смешно, если бы, как говорится, не было бы так страшно. Почему? Потому что здесь никакого такого вот здравого смысла и никакого такого, так скажем, никакой истины, правды здесь нет. Во-первых, все это движение началось изнутри. Потому что, то есть здесь активно является... Так. Да. Именно сам идет. Далее. Никакой поддержки страны и властей у нас нет. Я просто в качестве примера вам могу привести доказательства. Следующий эпизод. Мы где-то вот в феврале месяце провели учредительное собрание местной национально-культурной автономии Новоюрт,
документы были сданы в Минюст, да, местные, до сих пор нас еще не зарегистрировали. Документы вернули обратно, вот, и никаких движений нет. То есть, если бы за нами стояла, как говорят они, Москва, Кремль там, или еще спецслужбы и так далее, я думаю, наша регистрация прошла бы на раз-два. Нет. Да. Да. Далее, значит, по поводу вот этого самого, того, что мы хотим астраханских татар записать нагайцы. Ну, это, так скажем, мягко говоря, дезинформация, грубо говоря, это чушь, да? Почему? Потому что исторически как раз все наоборот сложилось. В 1926 году именно в рамках создания новых так называемых социалистических советских наций, когда более малые по численности, но родственные народы включались в состав народов, все группы нижневолжских нагайцев были включены, в том числе юртовские нагайцы, были включены в состав татарской нации. Про это есть много, значит, свидетельств, в том числе и самих участников тех событий. Мало того, за этот год было достаточно много найдено фактологического материала, то есть документов. В частности, вот берем, например, 1925. В то время на территории вот нынешнего Приволжского и, значит, современного Приволжского и Нариманского районов существовал так называемый Татаро-Ногайский район, или Зацаревская Волость бывшая, Астраханской губернии. Так вот, первым, ну, говоря современной терминологией, главой этого района, да, был этнический юртовский нугай Махмудов Ибрагим Махмудович. Вот. Вот в директиве или в письме, был найден в архиве, это есть в архиве нашем астраханском, в директиве или в письме данному руководителю, там есть определенное предписание, где говорит о том, что в целях, так скажем, ну, того, чтобы местные именно нагайцы не тратили свои средства там, ну, как скажем, необдуманно на проведение всяких там свадеб, тоев, как там сказано, да, этих, как его, значит, на проведение вот этих сенат тоев и так далее, да, стоит с ними, среди них проводить определенную, так скажем, работу. Вот. Там четко сказано, что жители вот этой волости являются нагайцами. Это 1925 год, не татары, а именно нагайцы. Это документально зафиксировано. Далее, в 1900 здесь у нас побывала, значит, экспедиция Саратовского краеведческого музея. И она побывала в нескольких селах юртовских именно нуаев. Так вот, она была значит, в Башмаковке, в Карагалях, Ексатове, в Килинчах. Вот что мне вот на память, вот эти 4 крупных таких села, да, так вот, были сделаны фотографии местных, значит, жителей, их, значит, этого, как его, быта, их традиционных занятий. Так вот, везде, это 30-е годы, везде они, вот эти фотографии, вернее, и подписаны, что вот изображенные на этих фотографиях, ну, зафиксированы на этих фотографиях люди, они относятся к нагайцам. Нагайцы везде. Это есть везде. То есть отсюда делаем вывод какой, что даже в документах, да, а это все официальные документы, начала вот середины 20-х, 30-х годах для, значит, юртовцев
значит, самоназванием было слово «новай» или «нагайц» по-русски. Далее есть, это советский период беру. Наши, значит, критики сказаний не берут дореволюционные документы. А если брать дореволюционные документы, доказательством нашей правоты, так скажем, нашей правды являются метрические книги, вот, которые велись при каждом, значит, при каждом приходском храме или при каждой приходской вот мечети, да? В каждом юртовском селе было хотя бы по одной мечети, а в некоторых было по 2, по 3, по 4, по 5 и так далее. Так вот, в тех населенных пунктах, где проживали именно компактно юртовские нуваи, да, там так и записано. То есть пишется имя человека, который, допустим, родился, или тот, который там осуществляет там вступление в брак, или еще, или рождение ребенка и так далее. Да? Имя пишется, пишется населенный пункт и пишется его, значит, ну, этническая принадлежность. Везде написано Новай или Юрт Новай. Вот. Что интересно, когда записывали в этих метрических книгах этнических татар, я имею в виду вот тех татар, которые вот переселились к нам сюда, а таковые тоже жили среди юртовских нуваев, да, для них там используется такой термин, как либо казанлы, но слова татар нет, либо мишар. Наши, конечно, оппоненты попытались это предоставить так, что это якобы сословие, понимаете? Но там, кроме юртовских, то есть юртовские нуваи, это не национальность, не этничность, это сословие. Но, например, там, по-моему, в ауле Семиковка, там мы обнаружили такую запись, что был там зафиксирован один из жителей, и у него этническая так принадлежность туркмен. Но туркмен же не является сословием. Это, значит, у нас народ такой, этнос. То есть не хотят они это упускать, юртовских нуваев, из-под своего, так скажем, из-под своей руки. Почему? Ну, понятно почему. Юртовцы являются, в частности, вот тем самым связующим звеном, которые вот та же самая, вот, допустим, татарстанская элита, да, пытается связать себя с наследием Золотой Орды. Вот, понимаете? Без этого звена, вот эта стройная вот эта схема, которая уже построена, вот, в частности, в исторической науке данного региона, я имею в виду Республики Татарстан, да, среди их элит, начиная вот где-то вот с 90-х годов, а этим они начали активно заниматься с 90-х годов, и таким локомотивом данного вот строительства этого конструкта был институт имени Марджани и остается таковым. Вот. Если это все мы оттуда убираем, эта стройная цепочка, она начинает распадаться. Вот. И они остаются тогда с тем, что у них на самом деле было. А именно вот тем наследием, которое было у них на самом деле в Среднем Поволжье. А именно что это? Наследие вот Волжской Булгарии, Казанского ханства. Но претендовать вот на это общее, так скажем, золотоордынское наследие у них никакого, так скажем, никакой легитимности не будет. То есть она исчезнет. Вообще, когда вы вот, Бек, тоже сидите в разных вот у нас интернет-сообществах, да, группах и так далее. Иногда вот, например, в тех же группах, вот, где у нас, допустим, некоторые присутствуют участники из старшего поколения, иногда вот бывают такие рубки,
так скажем, да, по поводу вот того, кому принадлежит ногайское наследие. Особенно вот большой шум, ну не шум, а резонанс определенный. Сейчас он, кстати, улягся уже, да, проделала книга Мгм. Ногайлы, если, как она называлась? Ну, Белый белый сокол. Да. Золотой Орды, да, и, по-моему, назывался Ногайлы. Вот. Да. Это уже, так скажем, заход с другой стороны. Хотя там реверансы были сделаны и в сторону автором и в сторону Казани, и в сторону Республики Казахстан. Вот и помню в одном из таких споров, ну, с аксакалами, ну, так скажем, не из научной среды, а вот из обывательской, да, из простого народа, так скажем. Одни эту идею поддерживают, то есть когда они говорят, что да, надо свою историю отстаивать, да, ее никому не отдавать, а другие говорят, ну, э, зачем такие споры, если вам надо, там, вон, выйдите там на улицу, да, поспорьте, мол. А здесь эфир, мол, не засоряйте. Так, выражаясь, значит, терминологией, значит, журналистов и так далее. Но я хочу вам сказать следующее. Дело в том, что история, она является одним из приоритетов управления. Вообще существует в современной вот, теории управления, да, концепции управления, существует 6 приоритетов. Война стоит на последнем месте, на 6-м. То есть, когда у тебя 5 инструментов, так скажем, эффекта не дали, значит, остается только вот грубое вот такое насилие, агрессия. На 5-м месте идет это геноцид, причем геноцид не только физический, но и духовный, культурологический, да. Потом идет 4-е место, это экономические приоритеты, на 3-м это фактологический приоритет. Так вот, история стоит на 2-м месте. На 2-м месте. На 1-м это мировоззренческий, так называемый, значит, приоритет, это методология, философия. Так вот, история на 2-м месте. То есть с народом, если у народа поменять историю, там, забрать ту историю, которая она реально у него была, да, и подменить ее там на более такую искаженную, да, оболганную и так далее, то народ теряет свои ориентиры. Понимаете? Раньше же говорили, что человек, который забыл свою историю, подобен дереву без корней. Теперь представьте, что собой представляет народ, у которого эту историю либо полностью изменили, либо исказили. Причины по тем, которые вот, пытаются исказить историю извне нашего народа, это понятно, да? Это попытка, опять-таки, через наше наследие общеногайское, да, ногайское, а на него могут претендовать только ногайцы различных вот групп, которые проживают на территории Российской Федерации, в частности, да, ну и за рубежом. Но вот именно ногайцы, кто себя называет ногайцы. Это понятно. Это они, да, они являются хозяевами этой истории. Но почему нужно это наследие? Потому что у нас в прошлом было довольно, ну, прошлое было у нас довольно героическое, да. И нагайцы же они были не только воинами, они были администраторами, грамотными. В частности, если брать тех же самых киргизов, тех же самых, значит, ту же самую Среднюю Азию, Бухару и так далее, там до сих пор помнят, что правящая элита у них в основном была ногайского происхождения. Таких ну, отголосков является происхождение героя киргизского народа Манаса, да? Он происходит из рода Ногой. Вот. И таких примеров масса. И пытаясь вот это самое наследие себе подтянуть, что со стороны Казани, что со стороны Республики Казахстан, конечно, опять-таки это вот такая попытка через это вот
звено подтянуть на себя все наследие Золотой Орды. Без нас эта схема не строится. Поэтому в Казахстане был придуман вот этот термин «ноғайлы». Кстати, нигде, в никаких источниках он не встречается. Это фольклорный термин, который используется в фольклоре, пусть казахского народа, но он внешний. Казахи себя никогда ноғайми не называли. Вот это внешний, да. Другой народ, внешний, понимаете? Вот. Это внешний термин. Вот. Но не всегда понятно, почему это нужно вот эту концепцию, вот эту точку представителям самого, ну, тем людям, которые являются как бы представителями самого ногайского этноса. Для чего? Понимаете? Иногда данная ситуация мне напоминает библейский сюжет, связанный, в частности, помните, библейский сюжет, связанный с Исавом и Исаком, когда Исав за тарелку чечевичной похлебки попал в ворот. Вспоминает вот этот библейский, понимаете? Когда да, свое вот это наследие отдать кому. У нас ничего пока на данный момент, кроме вот этого наследия, нет. И разбрасываться им, это кому-то отдавать, это слишком шикарно на данный момент. Понимаете? Это наследие всего народа. И отдельным индивидуумам, личностям, отдельным людям раздавать это все нету никакого права. Никто ему этого права не давал. Значит, еще что можно сказать? Владимир, да. А что за сила тогда нас поддерживает-то? Ну, я понимаю, да, наши там местные казахи, альхамдулилля, кстати, отдельный им респект. Местные татары, местные народы поддерживают нас, это понятно. Но они же как теоретически поддерживают. Что за сила нас поддерживает? Что нами движет, получается, сейчас? Какая сила за нами стоит? Что стоит за нами? Сейчас в целом идет такое вот движение, это не только в Астрахани, регионах, где проживают нагайцы, это движение, которое направлено на, так скажем, переосмысление, да, на то, что понять вообще, куда дальше двигаться-то. То есть нас, когда за этот год, я так посмотрел, в целом, да, вот эти баталии, так скажем, в кавычках, за ногайское наследие между теми, кто хочет его себе прибрать, и представителями, активистами из ногайской среды, которые, значит, это наследие защищают, они в конечном итоге к чему привели на данный момент? Наши оппоненты поняли, что и мы им дали понять, когда я говорю, я имею в виду всех активистов общеногайского движения, дали понять, что у этого наследия все, хозяин есть. И здесь, как говорится, ловить нечего вам. Хозяин есть, да. Но все время жить с оглядкой на прошлое нельзя. Потому что для чего нам дается история? История нам дана для того, чтобы, сделав определенные, значит, орг-выводы из из того опыта, который был у наших предков, да, сделав анализ определенный, создать, значит, стратегию, концепцию, куда идти дальше.
по мне, по моим, ну, не только моя эта точка зрения, а точка зрения всех вот нагайцев, которые живут, в частности, в Астраханской области, будущее нагайцев связано только с Россией, с Российской Федерацией. Конечно, сейчас могут говорить, что там, вот вы там, этот народ, который не имеет ни родины, ни флага, у вас нет территории. Это обычная вот такая, знаете, стратегия наших троллей. Да, потому что больше нечем им, так скажем, нас корить. Ну, я хочу сказать, у нас, альхамдулилля, самая большая территория в мире. Мы живем в Российской Федерации. У нас территория самая огромная, самая большая страна в мире, да. Мы являемся гражданами этого государства. Как нагайцы, именно как нагайцы, мы со своим языком, со своей культурой и так далее, на данный момент мы сохранились именно здесь. Ну, есть, конечно, перегибы, в частности, в Астраханской области, да, это наследие, вернее, тех перегибов, которые были в советское время. Эти перегибы мы сейчас, так скажем, исправляем. Вот наше движение исправляет, то есть возвращаем свою вот эту идентичность, да. А вот в тех регионах, где вот эти процессы не прошли, ну, так скажем, не дали результата для вот этих, ну, я буду использовать терминологию наших оппонентов, этномиссионеров советского периода, да, да, сохранились как нагайцы. То есть их никто там не переписывал, там, татар, казахов, там, кумыков или еще в кого-то, да, они остались нагайцами. И вот этот опыт исторический показывает, что как нагайцы мы можем только сохраниться в России на данный момент. Сейчас у нас выстроена уже довольно такая грамотная, более-менее, ну, грамотная, да, национальная политика, вот, в целом на федеральном уровне. Вот. И сейчас нам нужно вот выстраивать дальнейшую вот эту концепцию, как нам дальше, куда двигаться. То есть, какую нишу нагайцы займут вот в этом сообществе, содружестве, да, всех народов, которые вот проживают на территории Российской Федерации. То есть, свою нишу какую. А вообще нагайский фактор, он довольно такой, знаете, стратегически важный. Просто до конца его сейчас пока серьезно не воспринимают, видимо. Недооценивают. Недооценивают, да. Но как инструментарий, как вот, так скажем, как один из вот таких вот инструментариев управления, он довольно, ну, так скажем, перспективен. Почему? Опять-таки, возвращаясь к историческому прошлому, например, вот после того, как Астраханское ханство вошло в состав российского государства, именно потомки жителей Астраханского ханства, юртовские нагайцы, активно использовались в качестве дипломатов, в качестве там толмачей, в качестве, значит, других там этих агентов, ну не агентов, а как бы сказать, этих, ну, в качестве вот инструментария новой администрации. То есть в Крым отправляли очень много представителей юртовских нуаев, в Среднюю Азию для выполнения определенных вот поручений, вот, которые вот были связаны. Переходное звено. А? Как переходное звено. Да. Как... И с этим миром мы близки. Да. И мы являемся как бы вот таким связующим звеном между Россией, в России это между тюркскими народами, русским этносом, да, а если брать в рамках СНГ, а может даже за пределами СНГ выходить, то между вот, российской государственностью и вот российской вот этой общностью и другими тюркскими народами. Потому что именно Нагаев, оно известно по всему Востоку. По всему Востоку. Я имею в виду по тюркскому, мусульманскому, тюркскому Востоку. Там знают это все. Это и благодаря истории,
и благодаря другим факторам. Поэтому вот это, я думаю, что вот это тоже одно из таких направлений, в котором надо работать. Ну а в целом и для самого народа это что? Это сохранение языка, сохранение культуры предков, вот, и сохранение традиций. Традиций в этом плане. По поводу вот того, когда мы вот говорим, для чего вообще вот это движение юртовских нагайцев, в частности, в Астраханской области было затеяно, ну, нас пытаются, значит, обвинить в том, что мы это все делаем в рамках переписи, то есть перед переписью. Ну, я скажу так, что это делается не в рамках, не перед переписью, но даже если перепись будет у нас в следующем году, а также ее же перенеси на 2021 год, а у нас движение, оно даже после переписи, так скажем, не остановится, мы будем идти дальше. Значит, с чем это связано? Это связано с тем, что данный национальный проект, я имею в виду татарский проект, который в свое время в 26 году прошлого века, в 1926 году были включены юртовские нагайцы в том числе, да, он ничего, в частности, для общей массы нашего народа не дает. Да, проводятся какие-то вот мероприятия раз в год, может быть, Сабантуй, который, кстати, не является нашим праздником. У нас вообще традиции понятия Сабантуй никогда не было. Вот. Иногда вот уезжают некоторые вот более-менее, так скажем, талантливые ребята в Казань учиться. Да, есть такое. Они возвращаются. Они остаются там, значит, работать и так далее. И это идет вот некая такая, ну, если так говорить, внутренняя перекачка мозгов, то есть интеллектуалов, да, то есть от того, что они туда уехали, получили образование, остались там работать, пользы для того народа, среди которого он вырос, и вырос, который его воспитал и так далее, пользы никакой. Мало того, попав в среду, значит, совершенно вот такую, ну, чужую среду, они начинают уже терять вот эти связи со своей родиной, со своей малой родиной, так скажем, начинает уже язык у них начинает меняться, то есть начинают пытаться говорить, ну, вот не все, конечно, не у всех, конечно, это получается, но многие там говорят на такой страшной вот смеси, да, и нагайско-татарской, так скажем, непонятно, как он там выражается, но понятно, что с детства, если этот язык не учить, а его никто тут и не учит, потому что носителем этого языка они не являются, во взрослом состоянии его выучить довольно сложно. Но это было видно на том круглом столе, который проводили в Казани с участием именно тех юртовских, так скажем, ну, представителей культуры из юртовской среды, да, и науки, которые вот сейчас живут в Республике Татарстан. Ну, там по-моему, 6 или 7 человек было, участвовало в этом круглом столе, или 5 их было, вот уже сейчас не помню. Ну, из этих 5, ну, 1 человек только владеет более-менее литературным языком, остальные там говорили на такой, знаете, такой смеси татарского, ну, юртовско-нагайского и русского языков. Вот. Ну, там, смотрите, получается, какая. Они же не только себе вред приносят этим делом, но, мне кажется, и всему народу. Насколько я знаю, один из этих вот, не знаю, я буду выражаться немножко, конечно, наверное, резковато. Вот, один из них написал книгу там про нагайские танцы.
который написал татарскими, к примеру. Я считаю, что это прямой вред. Я бы сказал, даже предательство. Ну, да, ну, опять-таки, кто был заказчиком? Он же писал, заказчиком был, он издал-то ее там, в Казани, и цензоры за всем этим смотрят, и у него был выбор, он свой выбор сделал, как говорится. Ну, не знаю, посмотрим, время покажет. Здесь еще один момент есть. Вот сейчас я уже говорю, что в начале нашего разговора, что нас пытаются обвинить в том, что мы там делим единый татарский народ, да, на более мелкие, так скажем, фракции, и таким образом как бы его ослабляем. А вся цель вот этого татарского, современного, я имею в виду, татарского проекта какова? Это удержать вот эту численность, да, для того, чтобы пытаться как-то вот, ну, если не на равных, но как-то вот разговаривать, так скажем, с федеральным центром, да, и выбивать определенные преференции. Ну, опять-таки, эти преференции куда идут? Они идут в республику Татарстан, в Казань и так далее, да, понятно. А вот тем группам даже татар, так скажем, этнических татар, например, ни для кого не секрет, например, что группы, ну, диаспоры, так скажем, татар происхождение, которые имеют свое происхождение из Казани, проживают в Республике Дагестан, есть там, да, группы татар. Живут они где-то вот на Ставрополе, живут, по-моему, даже в Республике Чечне. Для них никаких, вот, так скажем, никакой поддержки от Казани нет. Для них нет. Для представителей именно казанского татарского народа. Да? Что говорить о Нугаеве, который вот здесь проживает? Для них... Я видел видео одного казанско-татарского ученого, который, я не знаю, где он живет, я просто сейчас вдруг вспомнил. Он говорил, что почему, говорит, мне не даете какое-нибудь звание. Вот. Ну, те ему отвечают, ну, ты же, говорит, не в Казани живешь. Какое тебе звание может быть, говорит. Вот. Ну, что, говорит, теперь до 70 лет. Звание званием, но я хочу сказать, что проблемы, допустим, вот если брать юртовских нугаев, которые вот здесь живут, связанные с их традиционными видами хозяйственной деятельности, а ни для кого не секрет, что основное занятие юртовских нугаев, которые вот проживают в сельской местности, я беру сельскую местность, это овощеводство. Здесь и главная проблема у них какая? Это проблема сбыта. Ну, я так просто приведу, да, в качестве примера. Зимой на рынках той же Астрахани и в магазинах на рынках Астрахани стоимость, например, овощей, ну, огурцов или помидор там доходит до 200 рублей за килограмм, а летом, когда, значит, юртовские нугаи начинают там завозить в город эту всю продукцию, цены порой на рынках падают до 5-7 рублей за килограмм. То есть уже людям нет никакой выгоды ее производить. Понимаете? И люди, представители вот этих юртовских нугаев, в частности, которых у нас принято называть татарами, да, со стороны Казани, они со своими проблемами остаются один на один. Никаких решений ни со стороны общественников местного татарского общественной организации, да, астраханской, ни со стороны властей там Республики Татарстан, никаких этих подвижек в этом направлении нет. Они не решают эти проблемы. Понимаете? Об этих так называемых юртовских в кавычках татарах вспоминает только перед переписью. Да. Выгоды никакой нету, получается. Да. Они же говорят, что вот Ильнар Гарифуллин говорил, что выгодно же вам, говорит, питаться татарами. Да, а где выгода? Какая выгода? Понимаете?
И через 10 лет, на 10 лет про них забывают. Через 10 лет опять начинается вот это. Да, вы правильно сказали про Ильнара Гарифульна. Он, значит, приводит, значит, какие-то вот такие пространные эти выгоды, то, что вот выгода называться татарином, да? А в чем выгода, не говорит. Как же это выгода? Да. Ну, он, видимо, живет в каком-то своем измерении, там, четырехмерном, пятимерном, я не знаю, где-то на Альфа Центавра, может быть, да. Но для любого человека, который действительно о своем народе хоть как-то, так скажем, ну, заботится, да, болеет душой и так далее, ну, ему нужно просто вот пойти и пройтись, так скажем, пообщаться с простыми людьми. А этого я нигде не вижу, ни у кого. Вот. Да. Поэтому никакого вот этого, никакой пользы я говорю, я называю вещи своими именами. Никакой пользы находиться в этом проекте я для своих, так скажем, соплеменников не вижу.